Добрый день, в студии программа «Акцент», и у нас в студии медиаэксперт Оксана Силантьева. Добрый день. Оксана Силантьева, продюсер мультимедийных проектов, первый в России магистр мультимедиа-журналистики, основатель компании «Сила Медиа», тренер-консультант, специалист в области коммуникаций, построения социальных сетей, онлайн и офлайн сообществ, социального менеджмента и проектирования. Речь у нас пойдет о такой новости, что власти Якутии собираются сделать государственное издание Якутии Сахасия бесплатным для читателей. Вот, и отсюда у нас первый вопрос вытекает. Должны ли читатели платить за информацию, на ваш взгляд? Но здесь мы говорим о разных темах. Здесь это очень большой вектор, большое направление, потому что читатель имеет право платить за информацию, если он чувствует лояльность к этому изданию, он регулярно на него подписан. То есть, в принципе, нет какого-то какого-то универсального ответа, должны или не должны. Дело в том, что интернет нас приучил к тому, что большинство информации доступно в электронном виде бесплатно. И естественно, что и телевидение, и газеты, и журналы начинают в этой ситуации искать свои новые бизнес-модели, свои новые пути распространения и так далее. То есть мы здесь говорим, с одной стороны, про модель дистрибуции, про то, что есть газеты бесплатные, есть те, которые доставляются по подписке бесплатно, есть те, которые доставляются по подписке платно. То есть моделей много-много всяких разных. И вторая тема – это честность, справедливость и доступность. Ведь давайте быть честными, государственные СМИ получают государственную дотацию из бюджета, следовательно, их производство, их работа уже оплачена. Возникает вопрос, и мне кажется, что вот эта вот бесплатность, она справедлива. Ведь если из бюджета эта работа уже оплачена, почему люди должны платить второй раз за эту газету? Когда я услышала о том, что вот такой проект существует и такое решение принято, мне показалось оно обоснованным и справедливым. Ну, о справедливости поговорим попозже. Сейчас такой вопрос бизнес-моделей. Какие вот ведущие СМИ, насколько вы знаете, наверное, работают по бесплатной системе? Нет, здесь смотрите, в основном по бесплатной модели работают рекламные газеты, так исторически сложилось. Я вот здесь очень аккуратно всегда говорю, потому что часто в каждом регионе мне говорят: вы покажите пример, кто так сделал, и мы будем это повторять. Но всегда, в любом решении, всегда кто-то делает это первым. Всегда кто-то должен рискнуть и сказать: ребята, но это обоснованно, это справедливо, давайте мы это попробуем сделать. И потом уже начинают на конференциях выступать, дальше начинают: ой, ну вот там Саха Медиа это сделали, давайте и мы точно так же сделаем. То есть в этом смысле всегда есть кто-то, кто делает что-то в первый раз. Ну, возможно, вот в данном случае ваш якутский пример будет основой для действий других редакций. Нельзя сравнивать государственные СМИ, например, и частные. Работаем на разном рынке, работаем из разных источников финансирования. Рекламные газеты «Метро», например, которые они ведь тоже, когда начинали, все говорили, крутили пальцем у виска и говорили: ну как так можно, как эта газета может быть бесплатной и при этом быть прибыльной? Можно. Потому что рекламные доходы закрывают те расходы, которые газета несет. Никаких проблем. То есть я бы здесь не ориентировалась на какие-то чужие, на какие-то другие опыты. Я бы подумала в первую очередь о той целевой аудитории, с которой вы работаете, о их потребностях, о их привычках, о специфике региона. Потому что больше нет никакого другого региона, похожего на Якутию с точки зрения доставки информации по улусам. Но нету. И поэтому ваши решения все-таки, они должны быть основаны на вашей ситуации здесь, а не на мировых трендах, а не на примерах, там, не знаю, газеты «Ведомости», «Метро» или еще каких-то других. Поэтому если исходить из позиции разорванности коммуникаций внутри региона, сложности доставки газет туда, финансового положения людей, которые живут за пределами города, за пределами столицы республики, то мне кажется, что вполне себе обоснованное решение.
Вот такой вопрос, да, вот не уронит ли становление бесплатной вот этой информации, печатной именно, да, доверие к этим источникам Якутии и Саха-Сырья именно? Ну вот смотрите, вы когда WhatsApp пользуетесь, вы же не платите за конкретную информашку, которая вам пришла по WhatsApp. Вы смотрите на то, кто вам прислал эту информацию. Если вы доверяете этому источнику информации, вы будете доверять и тому тексту, который вам пришел. Канал здесь не очень, не принципиально важен. Ведь доверие к печатному изданию или доверие к интернет-источнику, оно зависит не от того, заплатил я или не заплатил. Оно зависит от того качества контента, которое мы предлагаем. Если мы говорим о темах, которые людям важны, близки, и отвечаем на их вопросы, вне зависимости от того, заплатили они мне денег или не заплатили, они будут мне доверять. Если я буду публиковать что-то, что их не касается, их не волнует, то есть брать какие-то темы, которые не связаны с их жизнью, да хоть какую цену поставь, все равно уровень доверия будет низкий. Поэтому я бы здесь концентрировалась как раз не на том, как деньги повлияют или отсутствие денег повлияет на доверие. Я бы сконцентрировалась на качестве контента, на качестве тех материалов и тех тем, которые поднимает то или иное издание. Ну, опять же, мы вот переходим к справедливости, потому что получается, что многие обсуждения уже начались. Многие отмечают, что мы не должны платить за пропаганду так называемой госвласти, и это несправедливо, что такие деньги из бюджета уходят и платятся именно государственным изданиям. Ну, это понятная позиция, и если честно, в какой-то степени я ее разделяю, потому что наличие государственных СМИ и в стране, и в регионе делает рынок медийный несправедливым для всех остальных игроков. Это правда. Но, опять же, я не радикальный человек, я не сторонник всех срочно выкосить и уволить, я такой центрист в этом смысле. У нас на этом этапе развития общества медийная сфера организована вот так. И у нас нет свободной конкуренции, у нас есть перераспределение доходов и перераспределение бюджетов. И давайте мы сконцентрируемся на том, как разные игроки медиарынка могут быть полезны для развития общества, данного конкретного сейчас. Идеалистические картины о том, что не будет никаких государственных СМИ, а будут только частные, это история про идеалистический мир, которого не существует. Всегда нам ставят пример Соединенных Штатов Америки, где все у нас свободные, независимые, прекрасные. Во-первых, мне очень интересно посмотреть в глаза тому человеку, который так сказал. Люди очень часто берут только верхнюю вершину айсберга, додумывают, как эта система устроена, например, в США или, например, в Англии, не зная, не работав там, не изучая, как устроена система СМИ в других странах. Просто берется некая картинка и выдается за некую правду. Если говорить про США, то там все очень четко. Если это частные СМИ, но как только начинается предвыборная кампания, вы всегда точно знаете, за кого эта СМИ выступает, на какой поляне играет. И там гораздо все сложнее, чем чистый медиабизнес. Медиа всегда связаны и с политикой, и с государственной властью. Вопрос в том, что каждая страна исторически вырабатывает свои правила игры. Мы не можем взять американские правила, мы не можем взять голландские правила, мы не можем взять правила Зимбабве, притащить на это и сказать: вот так вот мы будем жить. Наша задача вырабатывать наши собственные правила в дискуссиях, в экспериментах, в профессиональных конференциях. И если через какое-то время профессиональное сообщество России договорится, разработает модель, каким образом мы будем жить без государственных СМИ абсолютно, мы так исторически, эволюционно к этому придем. Но этого сейчас пока не происходит. И поэтому я просто бизнесмен по духу, я играю от тех правил, которые есть сейчас. У меня есть дано в задачке. У меня есть люди, у них есть информационные потребности, у меня есть ресурсы, у меня есть конкуренты, и дальше мы собираем эту задачку, исходя из этих данных. Поэтому если не играть в идеализированных коней в вакууме, который, может быть, когда-нибудь случаться, что не факт, если исходить из реальной ситуации, из реального региона,
то информация о том, что происходит в республике, которая будет бесплатно доставлена далекому поселению, она имеет ценность. В ситуации, когда интернет не сильно распространен, когда интернет, когда мобильная связь в далеком Улусе не самая такая, чтобы передавать новости и информацию. Ну вот мы пришли опять же к интернету и к электронным формам передачи информации. И вообще вот этот смысл есть у нас газеты печатать до сих пор. Мы, да, наш любимый разговор, да, и зачем их раздавать бесплатно тогда, если можно все по телефону получить. У нас на самом деле сейчас идет очень большая федеральная программа по устранению цифрового неравенства. И в принципе интернет уровня WhatsApp, он есть везде, можно сказать так. Хороший вопрос. У меня есть старый оппонент Андрей Мирошниченко, который написал книжку «Когда умрут газеты». И на каждой конференции мы с ним на эту тему очень хорошо спорим. Знаете, есть прогнозы о том, что в 2035 году газет как формы передачи информации не будет. Опять же, давайте я просто повторю позицию, потому что она к этому вопросу тоже имеет отношение. Есть люди определенного возраста, определенного образования, определенных привычек информационных, которые читают газеты. Можно говорить о том, что здравствуйте, мне сегодня 25 лет, я газеты никогда в руках не держал, поэтому газеты нафиг не нужны. Но у нас есть еще 30% населения, которым не 25. И которые, когда открывают телефон, они говорят: мы их лишим информации. Мы скажем, что, извините, вы остались на обочине цифровой революции, поэтому мы вам ничего сообщать не будем. То есть все развитие медиа, все развитие вообще информационной среды, оно эволюционно. Все попытки, давайте с завтрашнего дня у нас не будет газет, или с послезавтра у нас не будет телевидения, это все приводит к культурному срыву и к очень нервным реакциям людей. Зачем? Почему? Давайте, если эволюционно газеты будут выходить из оборота, у них будут падать тиражи, то, что мы сейчас наблюдаем. Но для тех людей, человек, который читает газеты, имеет на это право точно такое же, как человек, который читает смартфон, имеет право читать со смартфона. Частные издания у нас говорят, что человек имеет право купить информацию. Если, то есть это подорвет рынок, видимо, тоже опять же идеализация такая некоторая идет, если государственное издание будет давать достоверную, быструю, качественную информацию, то не нужны будут частные издания теперь. Понимаете? У нас госаппарат нет. Зачем они им деньги дают? Нет, смотрите, во-первых, большинство людей не получает информацию из одного источника, они получают их из нескольких. Ведь люди, когда получают государственную газету или получают рекламную газету, они понимают, что перед ними некая точка зрения, некое представление, картины того, что происходит. И если человеку необходимо несколько точек зрения, он получает одну государственную бесплатную газету, он подписан на вторую частную, он покупает доступ на закрытое сообщество где-нибудь в интернете. То есть мы опять же пытаемся за людей решить то, как они должны потреблять информацию. Наша задача как создателей медиа не решать за людей, а предлагать им продукты и смотреть, как это заходит или не заходит в людей. Поэтому я прекрасно понимаю, я всеми лапами за то, чтобы частная журналистика развивалась, и независимая журналистика, и общественная журналистика развивалась, и я очень много делаю для того, чтобы там сила тоже появлялась. Но невозможно ни со стороны государственных СМИ взять всех и запретить остальных. И со стороны частных СМИ нельзя просто взять и всех и запретить. Мы постоянно сваливаем свои проблемы на каких-то если бы не было государственных СМИ, мы были бы такие интересные, такие яркие, замечательные. Или госсми. Если бы частных СМИ не было, как все у нас замечательно было бы в обществе. Неправда. Все силы должны быть представлены, разные точки зрения должны быть представлены, разные бизнес-модели могут быть эффективны и могут быть выгодны. Единственное, чем мы можем заниматься, это эксперименты, попробовали, посмотрели, как аудитория откликнулась, либо закрыли проект, потому что он не успешен у этой конкретной аудитории в этом конкретном регионе. Другого нет. Не бывает кремлевской таблетки, съел и все сразу стало хорошо.
Ну, что бы ни говорили, мы работаем ради читателя и нашего зрителя. Передача «Акцент», Оксана Силантьева, медиаэксперт. И с вами был Николай Борисов. До свидания.